Большие перспективы малых нефтяных компаний и развитие топливно-энергетического комплекса обсудили на выездном совещании «Промышленный час». Глава Башкортостана Ради Хабиров отметил, что это перспективное направление и потенциал региона в данной сфере еще не реализован. Подробности в репортаже Азата Садреева. Пройти через дезинфицирующий коридор нужно для того, чтобы попасть на одно из самых современных предприятий республики. Инжиниринговый центр УГНТУ. Российский лидер в разработке оборудования для нефтяной и газовой промышленности страны. Ради Хабиров осмотрел выпускаемую импортозамещающую продукцию. Здесь постоянно ведутся разработки и улучшения данных конструкций. То есть тут уникальная возможность представлена именно взаимодействия бизнеса, заказчика, вертикально интегрирующей компании и науки, профессорского состава. Здесь проходят практику студенты. Тему синергии бизнеса и науки продолжили на базе опорного вуза России. Открывая совещание, Ради Хабиров напомнил, что республика ведет работу по созданию в регионе научно-образовательного центра мирового уровня, конечно, с участием Уфимского нефтяного университета. С большим удовольствием мы посмотрели пример взаимодействия бизнеса с нефтяным университетом и, соответственно, с Транснефтью. Мне кажется, вот за этим, собственно, и будущее. И оно уже наступило. Университет разработал и внедрил на объектах нефтяного гиганта множество инновационных решений. С инжиниринговым центром УГНТУ наше предприятие сотрудничает со дня основания с 2015 года. В рамках взаимодействия за 5 лет было заключено контрактов и реализовано задач на сумму 269 миллионов рублей. Поддержку получат и малые нефтяные компании. Сейчас в Башкортостане порядка 20 небольших месторождений черного золота. К 2025 году профильная ассоциация планирует инвестировать в развитие направления 15 миллиардов рублей. Ожидаемый годовой объем добычи нефти – 1 миллион тонн. Сегодня мы с администрацией Гнинского района работаем над соглашением, результатом которого будут отчисления в муниципалитет, бюджет муниципалитета с каждой тонны добытой нефти. Это была наша инициатива, и я думаю, что это будет хорошим примером для всех членов нашей ассоциации. Ради Хабиров идею одобрил, добавив, что этим вопросом нужно заниматься на постоянной основе с привлечением специалистов по геологоразведке, ученых, экологов. Курировать работу будет первый заместитель премьер-министра башкирского правительства Андрей Назаров. Глава республики поручил организовать встречу с руководителями малых нефтяных компаний. Это совершенно точно, что нужно для нашей экономики, для добывающей промышленности. Мы провели необходимые консультации с нашими коллегами из Башнефти и понимание там нашли, это очень здорово. Вот. Для нас это пусть будет действительно приоритетом нашей работы в этой части. Несмотря на пандемию, предприятия Башкортостана продолжали свою работу. Торгово-промышленная палата республики в достаточном объеме обеспечила заводы средствами индивидуальной защиты. А запатентованные вентилируемые противочумные костюмы до сих пор заказывают регионы России. Ради Хабиров поблагодарил президента ТПП Тимура Хакимова за вклад в борьбу с коронавирусом. Также отмечена работа Транснефти. За высокие производственные показатели и большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан. Орден Дружбы народов вручен экс-ректору УГНТУ. При Рамиле Бахтизине университет завоевал звание опорного вуза России, а инжиниринговый центр стал 4-м в стране по объемам отгруженной продукции. Инжиниринговый центр – это крупные современные импортозамещающие производства. Продукция, выпущенная здесь, пользуется спросом в нефтегазовой отрасли по всей стране. За станками работают не только профессионалы, но и студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета. После прохождения практики и получения диплома многие выпускники устраиваются сюда на работу. Азат Садреев, Артур Ханов, Марат Юнусов, Владимир Шевчук и Виктор Демидов. Новости Уфа.